Год был насыщенным и интересным, и все задачи, которые были поставлены председателем Высшего совета ВАК Мусой Экзековым, в полной мере были выполнены, говорят сотрудники Абхазо-Абазинского конгресса. В этом году рекордное количество проектов было проведено совместно с государственными компаниями и учреждениями. К примеру, совместно с Госкомитетом по репатриации ВАК реализовал свыше 5 проектов. Среди них соревнования по абхазским национальным играм Аймца-Кячера, ставшие самым масштабным и массовым мероприятием Конгресса. Проект длился несколько месяцев. Итогом стало проведение турнира с участием команды из Турции. Отдел по работе с местными представительствами осуществил все запланированные проекты, в том числе мастер-классы по НВП, в которых для школьников проводят инструктаж по обращению с оружием, затем предоставляют возможность пострелять в стрелковом клубе и проводят экскурсии по различным частям Министерства обороны. Проект Аймадара также был успешно реализован, в рамках которого школьникам показывали различные достопримечательности нашей страны. Отдел по работе с местными представительствами также оказывал адресную помощь, в основном на приобретение спортивного инвентаря для сельских школ. Итогом работы отдела стало создание молодежного центра в селе Члоу. Согласно плану 2024 года командой Конгресса и отделом по работе с местными отделениями удалось реализовать данный план на все 100% и даже в каких-то проектах перевыполнить его. Если подводить итоги по цифрам, то было запланировано 28 мероприятий, из них реализовано 32. Общее количество задействованных людей, подростков и взрослых в самих проектах составляет более 1000 человек. Организационных мероприятий было совершено более 200. Отдел по развитию спорта и молодежи в этом году осуществил 15 проектов, в рамках которых было организовано 70 мероприятий с участием до 1500 человек. В числе проектов интеллектуально-развлекательная игра «База» Ирдспем и по основам социального проектирования для школьников. Одним из самых важных проектов, осуществляемых отделом по образованию, социальной активности и здравоохранению – диспансеризация. В этом году врачи и сотрудники Конгресса побывали в 9 сельских школах, а также 3 дня провели в Ачимчирской школе-интернате, где учатся более 600 детишек. Проект осуществляется совместно с Минздравом Республики. В общей сложности в этом году были осмотрены более 1500 детей и учителей. А если говорить за 2 года, это более 3000 человек в 27 населенных пунктах нашей страны. Проект показал свою важность, показал свою необходимость. Это мы знали еще на точке входа в самом начале, но, к сожалению, нам очень не хватает вот такого внимания нашему здоровью, как диспансеризация, как выявление разных заболеваний на ранней стадии. Мы с радостью констатируем, что тяжелых патологий, с которыми невозможно справиться, мы не обнаружили. Но, конечно же, каждый специалист в своей области, естественно, во время этих выездов обнаруживает достаточное количество разных заболеваний. Это и по глазам, это по эндокринологии у нас, это по урологии. Кстати, вот очень рекомендуем родителям, у которых есть мальчики там, от 14 лет и выше, обратить на эту сферу внимания. Наряду с диспансеризацией отдел реализовал проекты, связанные с образованием. Это тренинги для воспитателей детских садов по профориентации, а также тренинги по экологии. В этом году информационный отдел продолжил публиковать материалы на 6 рабочих языках. В общей сложности было подготовлено более 3000 материалов. В основном они были посвящены проектной деятельности Конгресса. За 2024 год официальный сайт Конгресса посетило более 168 тысяч пользователей. Отдел также подготовил свои проекты, которые были успешно реализованы. В этом году было у нас 30 проектов, на следующий год у нас запланировано чуть больше. Вот. И те проекты, которые у нас хорошо зарекомендовали себя в 2024 году, они будут иметь продолжение в 2025 году. Что касается вот как раз таки Аймца-Кячера, хотел бы подчеркнуть, что в этом году была учреждена федерация по национальным видам спорта. Вот. И этот проект тоже продолжится. Также продолжится проект по диспансеризации, Аймадара. То есть все те проекты, которые себя хорошо зарекомендовали в направлении образования, культуры, истории.
Вот. И также у нас есть много новых проектов, которые мы готовы реализовывать с начала 2025 года. Таким плодотворным был уходящий 2024 год для сотрудников офиса Абхазо-Абазинского конгресса. Наступающий будет не менее интересным и насыщенным, уверены ваковцы. И они приложат все усилия, чтобы осуществить все задуманное на благо народа и страны в целом. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.